Здравствуйте, Людмила Леонидовна. В преддверии столетия нашей библиотеки мы хотели бы задать вам несколько вопросов о вашем опыте общения с нашей библиотекой. Расскажите, пожалуйста, о вашем первом опыте посещения Национальной библиотеки. Где-то в 1980 году меня мой научный руководитель, под чьим руководством я писала курсовые работы, дипломные работы, попросил подготовить доклад, чтобы поехать с этим докладом на конференцию в Ленинград. Раньше называлась Ленинград, сейчас Санкт-Петербург. Вот. И пришлось посидеть в библиотеке. Ну, первый раз, конечно, когда пришла первый раз, то немножечко было не то, поскольку я не знала, куда, как, что обращаться. Но потом уже, когда там люди очень приятные, очень добрые такие, все подсказали, как, что. И я очень, конечно, рада тому, что я познакомилась тогда вот с этой библиотекой. И потом уже дальше, по мере необходимости, я часто обращалась именно, ходила в библиотеку, поскольку нужно было готовить рефераты, какие-то доклады, и потом научных книг, наверное, таких, которые мне нужны были, вот в библиотеке их не было, некоторые были вообще в единичных экземплярах, и поэтому приходилось обращаться мы называем Ленинскую библиотеку, я так и буду называть. Мне очень приятно так было. Вот. И потом уже, наверное, по происшествии лет, когда я уже стала научным сотрудником, тогда уже там уже необходимость такая стала, поскольку материала было недостаточно. И поскольку я еще обучалась в аспирантуре в Эстонии, то, естественно, там многих книг не было. И у меня была только единственная возможность именно заниматься в нашей Ленинской библиотеке. Вот. Ну и сейчас тоже, наверное, по мере необходимости мы посещаем, но сейчас, наверное, попроще в том плане, что есть электронные варианты книг, вот так скажем, да. Потом есть возможность, например, и здесь, в нашем институте же очень много таких редких книг, которые даже, наверное, их не было в библиотеке национальной, но сейчас, наверное, они все уже как бы сделаны ксерокопии, и можно найти и тут, и там эти книги, то есть и в нашей библиотеке, и в национальной библиотеке. Вот. А если говорить вот сейчас, да, наверное, у меня, поскольку работа-то связана с диалектами, я, наверное, так скажу, что я очень многие книги приобретала сама лично, то есть покупала. И вот те книги, когда я даже в студенческие годы покупала, помню, приобретала, то я ими до сих пор пользуюсь, они, то есть есть такая необходимость. И, допустим, сейчас я сравниваю наших студентов, некоторые, студенты, вот я преподаю еще в университете, и я всегда им говорю, ребята, говорю, нужно, говорю, ощутить вот эту книгу, какая она из себя. Вот, говорю, смотрите через интернет, говорю, берете материал, все, это, говорю, немножечко не то. Вот, говорю, наверное, потом меня вы поймете, что это такое. То есть, когда вот берешь книгу, начинаешь читать, да, вот я, допустим, у меня вот такая, видимо, память, то, что написано было, я все это вот мне перед моими глазами встает. И точно так же у меня было, когда я сдавала экзамены. Прекрасно я вот помню, что, допустим, перед экзаменом все вроде бы забыла, все уже не знаю, ничего не помнишь, а потом садишься и так, и все вспоминаешь, все перед глазами. Вот то, что я могу сказать. За эти годы вы, наверное, обращались в нашу библиотеку по многим вопросам, и хотелось бы узнать, какие отделы вы посещали, и, может быть, какие сотрудники вам запомнились в нашей библиотеке? Чаще всего, конечно, для меня это вот краеведческий отдел. Сколько я себя помню, я и со студентами точно так же как бы их приобщала, вот когда я в свое время преподавала удмуртский язык на юридическом факультете, вот, и я старалась всегда их как бы приобщать именно, то есть знакомить с удмуртской культурой, традициями, и вообще вот что у нас интересное есть. И мы организовывали посещение в библиотеку,
по-моему, только пару раз получалось так, в Краеведческий музей. И, ну и сама, наверное, вот так, таким образом там тоже бывала. Ну, а что я помню, вот, знаете, вот, наверное, я по радио очень часто слушала выступление Ирины Курс. Она наша однокурсница была, но она училась на филологическом факультете. Я все вспоминаю. Вот, очень интересные у нее эти бывают интервью. И как бы я заново вот это узнаю все, вот, и знакомлюсь в какой-то степени. А бывали ли на каких-то мероприятиях в нашей библиотеке что-то, может быть, запомнилось с вами из этих мероприятий? Но я чаще всего бываю вот на таких научных форумах, наверное. Вот связано, или, например, с презентацией книги. Вот, допустим, презентация книг, например, Атаманова была, Валентина Кельмаковича Кельмакова, ну, сейчас, наверное, все и не вспомню, но вот то, что касается... Или юбилейные вот какие-то мероприятия проходили. Вот, например, юбилей был Галины Аркадьевны Никитиной, нашего известного этнографа, к сожалению, ныне уже ее нет. Но, в общем, я прекрасно помню, вот это мероприятие очень хорошо было организовано, и как-то вот даже вот до сих пор перед глазами вот все, как все это происходило. Юбилей Татьяны Григорьевны Владыкиной, Перевозчиковой тоже. Ну и, наверное, многих, просто сейчас, наверное, все не вспомнить. Роль библиотеки лично в вашей жизни и жизни города и республики? Ну, я думаю, что очень велика роль, поскольку все равно вот первые азы ознакомления с литературой вообще получаешь там. Поскольку, я уже говорила вам, вот, когда мы поступили на первый курс филологического факультета, да, первое, что я помню, нас всех студентов водили туда, чтобы познакомить, где что находится, где что располагается. И потом вот этот опыт общения вот с Национальной библиотекой у меня вот как бы он остался. И я уже, будучи вот аспирантом в Тарту, это в Эстонии, я обучалась там, я практически не выходила тоже из залов библиотеки, научной библиотеки. Там, конечно, шикарная по тем временам, 80-е годы библиотека была. Все абсолютно под руками, то есть очень легко было, без всякой задержки заказываешь, и все сразу, как бы литература, абонемент там очень хорошо работал. Там были отдельные кабинки, но я думаю, на будущее очень хочется, чтобы и здесь, в нашей библиотеке, вот как и в библиотеке имени, то есть в университетской библиотеке сейчас было также все оборудовано, были индивидуальные кабинки, поскольку это очень хорошо как бы помогает, и как бы отвлекаешься от всего, никого не видишь и только занимаешься своим делом. И я думаю, что вот эта библиотека, конечно, сыграла и играет огромную роль как в моей жизни, я думаю, что и в жизни любого человека, который вот интересуется культурой, литературой, вообще всем, что происходит на свете. И еще я хотела вот добавить, знаете, что вот сейчас ведь больше упор делается на электронное, да, вот на все электронные версии книги, все. Но я вот сейчас пишу я диссертацию, и чтобы не было, да, у меня есть электронные версии, но я все равно беру книжку, свою книгу, и мне легче вот как-то вот воспринимать, я, видимо, немножечко человек другого поколения, мне легче усваивать вот этот материал именно через бумажный вариант. Что бы ни говорили, да, я считаю, что и дети в любом случае должны иметь, то есть они должны чувствовать эту книгу, то есть обязательно должно быть какое-то приобщение и именно к литературе именно через книги. Электронное – это электронное. Это очень хорошо, это прогресс, естественно, то есть и как бы времени мало уходит на то, чтобы быстрее вот найти что-то, что тебе нужно. Потом и, наверное, и не нужно книги с собой таскать и все вот это, если, например, какие-то файлы есть свои уже сохраненные. Но, тем не менее, я считаю, что все равно книги должны быть. Книга вот должна быть, мы должны ее ощущать, мы ее должны видеть, и это очень хорошо как бы. То есть это способствует именно развитию даже памяти, я считаю, что вот это, я вам говорила, вот, что у меня вот именно такая вот память была, то, что читала, я все как бы у меня в голове очень хорошо укладывалось. Вот у меня такое восприятие было. Вот. И считаю, что библиотека должна
быть, должна работать и должна, как бы, она должна, то, чтобы наше молодое поколение тоже приобщалось к литературе именно через вашу библиотеку. А вот в нашем меняющемся мире, как вы думаете, роль библиотеки должна как-то поменяться, или она должна оставаться вот хранилищем книг, как вы сказали? Есть ли вообще будущее у Национальной библиотеки? Ну, мне кажется, это безусловно и будущее есть, и необходимость есть. Просто, мне кажется, вот нужно молодежь чуть-чуть по-другому воспитывать уже, потому что они, сидя вот со своими, за своими компьютерами, за своими смартфонами, они абсолютно как бы удаляются в совершенно другой мир, виртуальный мир, а книга, она ведь в виртуальный мир, куда-то мы далеко не уходим, она здесь, она как бы она здесь, и она, как бы, мне кажется, все равно вот способствует тому, чтобы человек был не искусственный, а он был настоящий. А книга, я считаю, что настоящая. Вот когда держишь книгу, это настоящее. А то, которое у нас в компьютере, электронный вариант, это виртуальное, все это не наше. Мы не можем ощутить всего этого, мы даже не можем понять. Я вот сейчас даже вот просматривала материалы рукописи лингвистической экспедиции 1929 года, ну, хотя это не относится к библиотеке, но тем не менее, у вас же там есть все равно вот эти рукописные материалы, да, и я вот думаю, вот если бы, например, вот дети посмотрели, вот материал этот записан в 1929 году, да, книжки, то есть эти листочки уже обтрепанные, все как-то вот смотришь, но так это интересно, кто-то это собирал, кто-то это записывал, это было старое, то есть то время было совершенно другое, и то есть как будто ты окунаешься в тот мир. Ну и последний вопрос, Людмила Леонидовна. В преддверии юбилея нашей библиотеки какие пожелания вы бы хотели сказать? Пожелание, вот я вам уже говорила, я очень хочу, чтобы быстрее восстановили вот Национальную библиотеку, вот старое здание, и очень хочу, чтобы библиотека оставалась на том самом месте. Я думаю, что это будет очень хорошо. Самый-самый этот лучший, вот это будет хороший подарок для именно для любителей книги, для любителей, то есть кто интересуется культурой, историей нашего народа и вообще всего.